Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Мы вам покажем». Катерина Винокурова. Я держу в руках необыкновенной красоты куклу от известного кукольного мастера Харчаны Баппагай. Девушку знают сегодня не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. И сегодня мы с ней познакомимся намного ближе, также с ее замечательными, волшебными, я бы даже сказала, работами. Харчана, здравствуй. Здравствуй. Очень приятно с тобой наконец познакомиться. Мы долго хотели тебя поймать, так скажем, да. Знаем, что ты мама, и времени довольно мало у тебя свободного, да. Ну, наконец этот момент настал. Расскажи, пожалуйста, как начиналась вот твоя история в жизни, связанная вот именно с куклами? Как ты начала их делать? Это было в 2015 году. Тогда моей старшей дочери было 3 годика, и мы с ней часто играли, придумывали разные приключения, творческие занятия. И в один день в поисках новой идеи в интернете я наткнулась на статью про кукольницу, которая вот создавала кукол из фарфора. И я была удивлена, в восторге, как человеческие руки могут сотворить такую красоту невероятную, с подвижными суставами, с каким-то невероятным макияжем. С эмоцией на лице, да? Да, и вообще искусно сшитым нарядом. И тут же после этого я начала искать уже информацию, как люди лепят кукол сами, и начала вот свое... Меня невозможно было уже остановить, можно сказать. Загорелись, да? Да, загорелась и очень сильно вдохновилась. Это получается уже сколько лет вы в этом деле? Давайте посчитаем, сколько это. Приблизительно. Ну, если дочке было 3, да? И сейчас почти 10, почти 7 лет. Да, здорово. Ну, я знаю, что вы готовились, да? И хотела спросить о самой первой кукле. Я знаю, что она здесь. Это просто, ну, как бы историческая, да, кукла, можно сказать. Вы ее сохранили? Да. Случайно сохранили или специально? Специально. Эта кукла мне очень дорога. Вот она такая. Смешная, забавная, пропорции не соблюдены, она не такая правильная, как должна быть, но она мной очень любима. И когда я слепила ее, я была очень горда собой, я всем показывала, в социальных сетях делилась и собирала восхищенные комментарии, что, конечно же, меня окрылило тогда. Вот она это такая. Просто кукла, да? Это просто статичная кукла из глины, которая твердеет на воздухе. Такая легенькая. Легенькая, пористая. Мы заметили, да, что в куклах ваших такой национальный колорит, дух такой саха, да, можно сказать, что куклы якутские, да, вот как бы изначально это вы решили делать такие куклы? Я могу лепить кукол любого вида, с любыми чертами лица. Но я так и лепила вначале. Они у меня были блондинки с голубыми глазами. Но участвовав во многих выставках международных, я заметила, что с азиатскими чертами совсем мало. А я стою, сама азиатка, да, ну, на выставке, и еще представляю вот этих кукол, да, с голубыми глазами. Европейских, да, и это смотрится не очень органично. И рассказать я не могу, это же не моя история, да, получается. И, конечно же, я поняла, что мне надо вот своих якутских кукол продвигать. Да. Расскажите, как вы вдохновляетесь, как вам удается вот передать вот эти живые, настоящие эмоции в куклах? То есть это вдохновение идет от каких-то
настоящих людей, или это какие-то, ну, конкретный человек, или, может быть, это какой-то собирательный образ? Конечно же, мое первое, самое главное вдохновение — это мои дети, которые вокруг меня каждый день бегают и показывают свою богатую мимику, эмоции, и это меня очень сильно вдохновляет. Я пытаюсь их вот лица, смешные, забавные мордашки передать моим куклам. Но еще вдохновение, оно бывает моментальным, каким-то резким откуда-то с неба. Когда идешь, слушаешь музыку, сразу в голове какие-то образы могут возникнуть. Если даже читаешь книжку, какой-то персонаж может понравиться. Вот так. А музыка какая? Какие-то якутские песни? Музыка совершенно разная, но в основном классика. Я классику люблю, и дочь моя старшая любит. Она самоучка, играет на синтезаторе, и вот она: мама, послушай вот это, вот это. Вот. А самая любимая кукла у вас есть? Или была? Да, вот как раз одна из первых кукол, которую я слепила в 2016 году, это шарнирная кукла, портретная моей старшей дочери. То есть я вдохновлена была ваша, образом, да, моей дочки. Она полностью шарнирная, то есть подвижная, все суставы подвижные. Ага. И у нее даже есть летний аутфит. Платьишко. Да, можно по настроению менять, по сезону. Красота. А как вот получается передать вот эмоциональный какой-то характер куклы? Вот они очень же реалистичные у вас, да? Я люблю изучать лица людей, черты. Даже вот когда разговариваю, неосознанно уже начинаю изучать лицо человека. Всё. Мне интересно строение костей, вот черепа. И тоже это как игра, как, не знаю, как приключение. Задача передать какую-то сложную мимику, например, вот этим куклам, да? 3 эмоции у нас да, тут. с помощью глины передать вот такую живую эмоцию. Вам это прям невероятно удается. Потому Спасибо. что я вот увидела вот этого мальчика, и мне захотелось смеяться сразу, да? Ну, как бы человек улыбается, смеется, и ты в ответ. Это вы. Да, это тоже мое вдохновение моим же образом из детства. Так У меня здорово. есть фотография черно-белая, и где я сижу и убаюкиваю крольчонка. Кролик уснул на моих руках. Все было нормально, никто не пострадал. И вот когда я обаюкала, и кролик засыпал, мой отец, он увлекался фотографией, и тайком он сфотографировал. Вот это я прям помню вчера. И эта фотография мне очень дорога. Это этот момент теплоты, чуда. Это же чудо, когда на руках у ребенка засыпает живой кролик. И куклу я слепила для своей семьи, чтобы мои дети любовались и знали, что, допустим, если я постарею, и сами понимаете, что естественно бывает, и они смотрели, умилялись и вспоминали о своей маме, например. Здорово, чтобы сохранили куклу, передавали с поколения в поколение, да, невероятная память оставить о себе такую. А вот это? А это портретная кукла моего отца. Тоже очень красиво. Да, якутский охотник. Над аутфитом, нарядом, да, работала моя мама, потому что она знает, как охотники одеваются, изучает историю. Вот, даже вот эту шапочку она своими руками сделала. Ты прям как настоящая, да? Кукла полностью шарнирная, тоже подвижная, можно позу менять, он может сидеть, как-то вот двигать руками. Вот у него снеговые очки из серебра тоже сделал. И прям настоящее серебро, да? Да, мастер из Якутии. Вот. У него все атрибуты, лук. Все, что надо охотнику. Вот. Лыжи, он стоит на лыжах, обратите внимание. Снеговые,
чулки, тут мех есть, все как полагается по Всё как правилам. положено. Да, вот варежки. Тоже останется в памяти. Мои дети обожают своего дедушку и ждут каждый год лета, чтобы присоединиться к сенокосу. Моя Так. старшая дочка, она с 5 лет, Да? да, ходит Ага. с ним. И вот эти мошкара, комары ее вообще не волнуют. берут. Да. Да? Надо Она же. и не плачет, не капризничает. В перерывах у нее есть книга «Насекомые Якутии». Она с этой книгой ходит и изучает вот эти Да. насекомые, списывает у себя в блокноте. Вот, у них такой тандем. Это у ваших детей уже, наверное, в крови Наверное. передается от предков. Наверное. Наверное. Ну вот раз уж мы заговорили о семье вашей, да, расскажите немного о себе. У вас очень интересное имя, фамилия, что они означают, откуда вы? Если взять мою фамилию, это фамилия моего дедушки, чем я очень горжусь. Фамилия колоритная, красивая. И когда, например, я участвую в каких-то выставках, всегда спрашивают, а что означает ваше имя, фамилия? И Как переводится? да, я говорю гордо, это ладошка медведя. Она смертельно захватывает и не отпускает, как и я вот взялась за это творчество и никак не могу отпустить. А имя буквально переводится как Снегурочка. Вот. И когда я родилась 4 мая, выпал пушистый снегопад, и этим мои родители тоже обрадовались и сказали: Харчана. Как знак, да? Да, Харчана же родилась. Да. Вот. Ваше имя вам помогает как-то в жизни? Как-то олицетворяет ли вас вообще? Да, очень помогает выделяться. Если бы я была, например, Просто Катей. да, было бы странно на выставках, я вот про выставки опять возвращаюсь. Почему ты Катя? Ты же не Катя, сказали бы, да? А когда у тебя такое национальное имя, то уже... Запоминается, да, уже интерес какой-то отдельный, да? Да. Постоянно ездите на выставки, да? Это как-то вот по приглашению, это ваша инициатива. Что это за выставки? Где они проходят? На выставках я начала участвовать уже в 2016 году, кажется, насколько я помню, в Москве. Это была первое мое участие на выставке. Это бал кукол на Тишинке международного класса. И я была, скажем так, в шоке от количества мастеров из разных стран. Масштаба, да? Масштаб такой был просто невероятный. Я там познакомилась с другими мастерами, они делились своим знанием, никто ничего не скрывает, не секретничает. Подходят, спрашивают, откуда я, как я здесь вообще попала. Вот. И это тоже меня очень сильно, скажем так, дала мне надежду на то, что это не просто такое хобби, да, детское, а это профессия. Серьезно. Да, там серьезные коллекционеры ходят, выбирают кукол, и вот все эти мастера, они такие классные, у всех вот детская душа сохранилась, они такие веселые, хохочут, веселятся. И мне это очень понравилось, это моя атмосфера. Иначе никак, вот, да, все равно нужно быть каким-то ребенком, да, в душе. У вас так же? Да. Еще плюс, наверное, ваши дети маленькие. Вот Да, как-то. мои дети, но я так жду, пока они всех их устроить в садик, чтобы уже по полной программе заняться моим творчеством, Конкретно. да, профессионально. А сейчас у вас время только по ночам, да? Да, я могу Спите ли заняться. вы вообще? Сплю мало, занимаюсь творчеством только тогда, когда они отвлечены чем-то, или же они сытые, покушали, или даже когда они кушают, я их кормлю и исчезаю в комнате. Быстро-быстро. Быстро-быстро. Доделать волосы. Да, борьба за время, вот. Или же когда они спят ночью. Но ночью я не могу долго работать, потому что рано вставать, чтобы в садик среднюю дочку
отвести. Вот. Ну вообще примерно вот в среднем сколько уходит времени у вас на изготовление какой-то вот определенной куклы, да, скажем, вот маленькой? Да, вот это мои новенькие, совсем свежие куколки. Я их еще не завершила в процессе изготовления. Они сделаны? Они сделаны из холодного фарфора. Так. Они отливные, отливала из холодного фарфора, флюмо. Вот. У них вот мастер-модель одна. Можно даже заметить, как они похожи друг на друга. Просто вот роспись чуть разнятся. И парички, образы. В целом похожи, да? Да. Их сделать быстрее, потому что их отливаешь. А если вот, например, такая кукла или такая шарнирная, эксклюзивная, такой второй уже нигде точно нету, то минимум месяц. Это как минимум. Месяц это очень даже быстро. Это вот если каждый день сидеть, да? Это по сколько-то Да, часов? ну каждый день сидеть у меня не получается, поэтому бывает и дольше. Самая сложная кукла ваша какая была на вашем опыте? Такой куклы у меня нет, они все сложные, и тем самым они увлекательные. Мне интересно, я, например, когда встречаюсь с какими-то сложностями, моя задача победить эту сложность. Это как игра. Я люблю сложности, и когда я вот финиширую, и у меня удается все, тогда я себя чувствую просто королевой кукольного мастерства. Все, цель достигнута, я все сделала, да? Да. А насколько вот, я знаю, что вы много ездите, да? И не только по России, и за рубеж. Да. А насколько вот люди заинтересованы в ваших куклах? Сколько они знают вот о нашем народе, интересуются ли? Бывает, что удивляют меня совсем люди за границей, которые знают, но это очень редко. В основном я начинаю рассказывать, откуда я, немножко о нашей Якутии, и даже бывали вот покупатели, которые вдохновлялись и говорили, мы с этой куклой обязательно посетим вашу республику. Вот. И я про кумыс, ну, про вкусности наши, деликатесы обязательно рассказываю, про хумус, и это очень их интересует. Вот. А где вот, в каких странах, если вот прям можно перечислить, ваши куколки имеются? Ой, я вот вчера как раз думала, это Казахстан, это Израиль, Бурятия, во многих городах России. И еще где-то 5 стран я насчитала, а вот сейчас я очень волнуюсь и как-то не могу вспомнить. Да. Ага. А как можно приобрести? Это вот нужно как-то заказать у вас заранее или где-то вот определенно выставлены? И я продавала кукол, когда участвовала на выставках, вот когда коллекционеры ходят и уже покупают. А так, если я нигде не участвую, то через Инстаграм я долгое время вот именно портретными куклами над заказами работала. Но это очень сложный труд, это долго, и вся моя душа опустошается потом, и надо потом восстановиться. И поэтому я сейчас сделала перерыв и попробовала вот новые куклы отливать. И есть цель сейчас продавать их на разных маркетплейсах. Попробовать. А вот люди прям просят портретные, то есть себя, детей своих, да? Ага. А вот чтобы сделать портретную куклу, вам нужно увидеть человека вживую или достаточно фотографий? Да, достаточно качественных фотографий спереди, сбоку, с разной мимикой. Фотография аутфита и желательно видео. Но видео редко кто отправляет, поэтому работаю над тем, что имеется, как говорится, и это очень сложно попасть вот в этот характер человека, но все довольны, довольны.
Я не сомневаюсь. Вы, когда вот творите, да, или уже там готовый какой-то, да, у вас материал, вы общаетесь со своими куклами? Как-то вот Нет. чувствуете, что в них есть душа какая-то, вот что-то такое? Как-то вот определенно к ним относитесь, возможно? Ну, если честно, нет. Я вот просто, когда мимику делаю, сама вот так сижу и улыбаюсь, как кукла должна улыбаться. Я психологически, видимо, себя поддерживаю. И все. Такого прямо уси-пуси такого нет. Но я могу вот так умилительно к своим куклам беречь, вот так сохранять их, да. А так разговаривать, такого у меня нет. У меня есть мои дети, чтобы с ним каждый день разговаривать. Вот, кстати, а у детей ваших тоже, как бы, они играют куклами? Да, они играют. У меня есть кукольные домики, которые я сама делаю. Там моя средняя дочка постоянно играет, что-то ломает, и надо все заново восстанавливать. И старшая дочка тоже, когда после школы уставшая приходит, там сидит, что-то там на кухне вот игрушечной уборку делает, тем самым успокаивается, отдыхает. И вот этими из американского пластика тоже отливала кукол. Этими куклами в основном играет моя средняя дочка. Ее возраст такой, 4 годика. Старшая уже почти 10, и она уже не играет игрушками. Она сама создает уже, делает. А насколько такие куклы хрупкие? Если, например, вот этих кукол взять из пластика, они очень прочные, и никогда с ними ничего не случится. Вот. А если брать вот из холодного фарфора, из глины, они достаточно хрупкие. Их детям лучше не давать. Потому что ребенок может уронить, и кукла треснет. Потом надо опять восстанавливать. Ой! Вот. Так, паричок отлетел. Паричок отлетел. Ага. Ну вот мальчика, которого я держала в самом начале нашей передачи, вы говорили, что вот этот мальчик прямо всем очень понравился, вашим подписчикам, все на него обращают внимание. Расскажите о нем, кто он? Да, это мальчик немножко похож на моего сына. И летом, когда мы отдыхали у родителей в деревне, он все время вот такой ходил, в трусах, в майке, и терял меня и плакал. И я тоже захотела вот впечатлить такую мордашку сладкую. Вообще хочется прям его пожалеть. Да? Была идея продать, даже спрашивали люди, сколько стоит, продаете ли. И старшая дочка: не смей продать, это же как даянчик. Вот. А куклы ваши бывают, что повторяются? Или они совершенно все разные, не похожие? Ну вот первые мои отливные куклы, они вот похожи очень сильно. А так но все равно ведь они разные. Разные, да. Они являются все эксклюзивные. И нет, не повторяются. Это и есть фишка, изюминка моего творчества, скажем так. Харчана, ну, наверняка вы слышали о том, что вот, часто так говорят, что художник, он рисует, творит вот под себя, как будто рисует себя, свое лицо. Вот вы с этим согласны? Похоже ли? Я согласна, потому что когда ходишь по выставкам кукольным, сразу видно, чья это работа. Да? Все куклы похожи на хозяев. Похожи. Да? Они отрицают, но это видно. И даже моих кукол, если взять, они чем-то все равно похожи на меня. Даже вот ее взять, да? Чем-то она на меня похожа. Да. Вот. И это я думаю, потому что человек, каждый человек, вы, я, да, чаще всего смотрим на себя в зеркало, мы ощупываем, мы знаем себя как 5 пальцев, и это неосознанно все равно передается на моих работах. Вот если взять живописцев, да, они же рисуют эмоциями, и они передают свой характер. Я так считаю. Да, я согласна с вами. Арчана, какие у вас планы дальнейшие?
Ой, планы взяться за мое творчество уже профессионально, продавать масштабно, не только вот через Инстаграм, а через разные маркетплейсы. Вот такие у меня творческие планы. И вот хочу участвовать на разных выставках тоже. Арчана, огромное спасибо, что нашли для нас время. Наконец-то мы с вами познакомились. Я думаю, что это будет наша не первая встреча. Мы с вами обязательно еще пообщаемся и познакомимся с вашими новыми работами. Я хотела бы вам пожелать вот вашего, не терять вот этой вашей энергии, желания творить, да, создавать. Желаю вам вдохновения. Пусть скорее растут ваши дети. Да, и пусть обязательно вот ваши цели будут достигнуты. Спасибо вам. Спасибо большое. И всем всего хорошего. Занимайтесь творчеством и радуйтесь этому. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. До встречи. Увидимся в эфире.